Волоттар бұл техобслуживание орахаджалар. Бұл манты который уже Волоттар говоря. Всего с начала специальной военной операции якутское предприятие ЕКТ «Сокол» поставило в воинские части, где служат якутяне, 50 «Сокол-пикап». Такой объем поставок и нещадные условия эксплуатации, естественно, требуют постоянного технического обслуживания в полевых условиях. Поэтому на базе одного из опорных пунктов создано мобильные ремонтные подразделения, специалисты, которые по заявкам выезжают прямо на передовую для ремонта и обучения механиков всем премудростям обслуживания вездеходов. Так, Волоттарга bu kopterleri kelle. Benim balağına bana. Volottar beyleri hüddem barıktırı. В данное время ЕКТ «Сокол» работает над расширением производства. Они прекрасно себя зарекомендовали и спасли уже сотни жизней. Ведь вездеход в зоне спецоперации используется в основном для подвоза боеприпасов и вывоза раненых с поля боя. При этом машину можно оснастить автоматическими гранатометами, противотанковыми и управляемыми ракетными установками и пулеметами. По нашим данным, на счету боевых экипажей «Сокола», оснащенных ПТУРами, уже есть немало подбитых целей. Справка. Полноприводный вездеход «Сокол» построен на базе бензинового двигателя объемом 1,5 литров, может развивать скорость до 49 км в час, а также преодолевать небольшие водные преграды. Он Единая Россия, партия ГАМЕ. Убегек хамолус надалах, эвакуация раненых, он мал тоңас тастарганген. Өсібідді олаққан мақталбын теддерін сағам сіріге. Асен сіргешке уруй айқал. Хақайрыттан бейі қолқа бұтығар күлбәтчеке бар бұд. Атақ бастығы батальонға бейі үйе атты бұтығар бары 2 батальон бар. Днепровска тұра бұд. Бары білсебек қайы бұд. Волоттар бейбін, көмілі әбет, білсәбет. Балағыне қайда? Табалағыне шүгей. Барта тоқ боевой. А так, тоқты кейті туға хоқ. Бұл манны тоқ бұл кәлбетінен әсі білейін. Барта шөй бұл дегамей. Бәйім қаттайда? Бәйім төдді мұртты қалыма. А так, дегіз қорық қолары бұн үлелейбін. Үлелейхерем тоқ. Күрдағастар делергерем, бәліктерге. Младший медперсонал по уходу за больными. Жомар, тон... Барта шөй дейбен, жәлләбәтінлер. Әтәңе көйіні кетті бары ек бі дейбер. Дарауыларын бейдерділақтырым. Бұл соқал қылды бұд, 6-10 бригадаттан. Бұл передокка лақай. Надалақ сәп болыры болу. Еға жұрныр эвакуациялырға, оныманы тағырға, неге. Бұл партия Единая Россияттан. Кәден бұл уже ұлан елі барды білген. Ұрой, айқал. По «Соколу» еще небольшую такую ремарку. Да. Это он трижды был подбит. Дрон «Камикадзе» его подбивал. Кассеты его накрывали. И вот постоянно его восстанавливали. Опять же, благодаря руководству республики помогли. Резину новую дали, диски дали, новую телегу, которая там все изрешетили. Ребята своими руками восстановили. Знаю, сейчас технические службы поддержки, вот именно обслуживание, очень хорошая, очень своевременная мысль. Потому что аппаратура, техника новая, скажем так. Люди у нас талантливые, они до сего дойдут. Но если будут люди, которые ее в свое время создавали, делали на заводах, то это просто быстрый процесс восстановления. А так все на ходу, в строю. Важно соблюдать один принцип. Все должно попадать в умелые руки. Тогда все будет хорошо. Есть же вот байка, что «Сокол» и по минному полю проскочит там и так далее, но вы сказали, что... Нет, эту историю я слышал неоднократно от солдат за счет низкого давления шин, то что небольшие. Сила давления недостаточно для срабатывания противотанковой мины, но мы не экспериментировали и постараемся этого не делать. Мы бережем, такая техника у нас, она на вес золота просто. Ребята почувствовали, насколько она полезна, насколько она помогает, сколько жизней она спасает. И просто вот то, что ее восстановили, 3 раза восстанавливали, это говорит о том, что это как боевой друг. Никто не собирается его бросать, там
какая-нибудь поломка. Все поняли, что без него-то будет посложнее. Потом хотелось бы побольше, конечно, если есть такая возможность. Это то есть все от двигателя, от этого 1НЗ, да? Да. Эти, потом он прогорел же весь, его кумулятивный. Главное тихо, бесшумно, скоростная, проходимая. Бесшумные, проходимые. Молваде тоже, типа, что она может пройти противотанковую мину, там, если баллоны спустить. По грязи хорошо ездит? Ну, конечно. Преград нет. Преград для него нету, да, я такой? Для эвакуации, да, вот 300, да. Я слышал, что где-то 80 с чем-то человек вытащил, да, этот квадрик? Ну, наверное, где-то так. Ну. Да, с плюсом, наверное, да. Налет беспилотника, да, И сказали, что и его и кассетником долбануло, говорят. И еще сказали, что и Урал. да, Урал ее немножко покоцал. Ну. А что хочется сказать, вот на этом, на болотоходе ездил у нас вот, первые роты, Мгм. товарищ наш Гена Призрак. Мгм. Вот он с этим аппаратом вообще справлялся, вывозил Мгм. это все. Вот, Мгм. сейчас эвакуируем. Мгм. Да, понятно. Ну, а машина себя вообще зарекомендовала. Мгм. Быстрый, маневренный, тихоходный. Ну, самое главное тихоходный, Да, и беззвучный. беззвучный. Считай, подкачка, считай, сразу от этого идет. Подкачка, считай, идет от глушителя, от двухфазных. Мгм. Что в полевых условиях это вообще как Мгм. норм. Да и Неприхотливо. неприхотливая, да? Ну, по двигателю, по коробке вообще нареканий ни у кого нет. Ну, кто ездил, эвакуировал, быстро идет. Плюс телега, считай, вообще. Телега, воду, не воду, пойти, боеприпасы подвезти. Да. 15 человек, наверное. 15 человек, да? 15, А хотя грузоподъемность у нее 600 чем-то, да? 15 человек с экипировкой, считай, с Мгм. оружием, боеприпасы, воду везут. Мгм. Ну, 10, да, где-то. Ну, это вон там стояли, на этом подошли, стояли, да, чтобы все пойдем. Условия для него суровые. Ну. Это его условия, походу, самое. Да, вот именно Под кассетку ехать. по чернозему-то, конечно. Назем низкое давление. Да, тут у нас очередь большая на это, чтобы получить. Вижу, подогрев. Чувствую, Люда, что руки-то горят, понять не могу, потом до меня дошло. Подогрев.